Рейд по реке Назранка. В последнее время эта фраза у всех, кто смотрит новости, была на слуху. Многочисленные мероприятия принесли свои плоды. Вода в реке выглядит гораздо чище. И теперь можно разглядеть дно. Однако ограничиваться этим в региональном отделении Комэкологии не собираются. Берегоукрепительные работы в этом районе еще больше преобразуют вид местности. Качество должно быть уже чистой родниковой воды. Это и для жителей и этого населенного пункта, и города Назрани уже очень хорошее место и для отдыха, и детей, и купаться в ней можно будет. И, в общем, такой результат мы планируем достичь. Шум тяжелой техники на реке Назранка в другое время заставил бы местных жителей обратиться с недовольством к строителям. Но не в этот раз. Конечный результат им только в радость. Основная часть работ уже позади. Рабочие трудятся здесь уже второй месяц. Сейчас идет бетонирование стен. После этого строители перейдут уже к другой части реки за мостом. Сейчас у нас немного вопросов возникает по направлению русла, так как кое-какие проблемы с геологией, там, появляются глыбы большие, камни, немного это нас тормозит, но мы планируем в конце сентября закончить эти работы. Это место располагается недалеко от федеральной трассы, всего в нескольких минутах езды. Таких живописных уголков природы в нашем краю немало. Другое дело, что следить за состоянием реки все труднее, ведь любителей отдохнуть и оставить после себя нелицеприятную картину меньше не становится. Этот участок реки Назранка со временем станет любимым местом для тех, кто любит отдыхать на дикой природе со своими друзьями и знакомыми. Пока что, разумеется, пожарить здесь шашлыки вряд ли получится, но по истечению всех работ, что ведутся на этом объекте, можно будет с уверенностью сказать, это место станет лакомым кусочком не только для местных жителей, но и для туристов. Назранка, Сурхахинка, Асса, Арымхи и другие маленькие и большие реки, опоясывающие республику. Это то, чем нужно дорожить. Сохранить их в первозданной чистоте, конечно, уже вряд ли возможно. Но всеми силами нужно стараться не испортить хотя бы то, что осталось. И это все в наших силах. Тамерлан Хамхоев, Рамзан Мержоев, Новости 24.